Не перевелись еще в якутских селениях настоящие трудяги. Так хочется сказать про фермера Максима Шефера и садовода Игоря Иванова. Оба героя нашего репортажа живут в райцентре Хангаласского улуса Покровске. Первый держит личное подсобное хозяйство, разводит овец, коз, вьетнамских свиней, индюков. Второй выходил в суровых климатических условиях куст яблони и в этом году собрал щедрый урожай яблок. Игорь Михайлович Иванов, пенсионер МВД, в данный момент работает в казначействе в Покровске. С первого взгляда про него и не скажешь, что он увлечен таким щепетильным занятием, как садоводство. А ведь интерес к взращиванию культур у него проявился в еще совсем юном возрасте. Вообще любил с детства. В 3 классе учился, это начало 70-х годов. У нас еще теплицы здесь не распространялись. Я дома вырастил тыквы в 3 классе летом. Это у меня была большая радость. Всем в школе хвастался, ходил. Ну, так нравится. Сейчас на участке Игоря Иванова произрастает внушительное количество деревьев, кустарников, овощных культур. Есть у него и жимолость, и крыжовник, и абрикосовое дерево, и арбуз, и клубника, и еще многое другое. Но нынче особую гордость у Игоря Михайловича вызвала яблоня, которая спустя 5 лет после посадки начала плодоносить. Значит, посадил в 2014 году. Привезла дочь с Новосибирска. Она летала, уезжала к брату, сыну, то есть своему брату. Попросил привезти какую-нибудь яблоню. Там есть такой в Новосибирске сад Шубиной. Съездила туда, привезла сорт, а вот название я не запомнил. А как оно было Был корень собственный, корень в емкости, где-то ростом, сам куст сантиметров 50-60. Вот привезла в начале июля, посадил, нормально принялась, росла. Первые зимы пригибал, когда была маленькая, куст пригибал, потом обкладывал ботвой, картофельной, старой кустами, и зимой засыпал снегом. Вот в прошлом году уже куст был большой, пригибать уже было опасно, сломается. Я просто обернул старыми одеялами, скотчем закрепил. Весной где-то в середине апреля открыл, гляжу, там почки набухшие, эти кольчатки есть, вот небольшие, которые как раз вот из них цветы вырастают. Радости не было предела, когда в начале июня яблоня впервые зацвела. Дальше уже стали появляться и расти плоды, и в конце августа яблочки начали наливаться красным румянцем. Недавно их решено было сорвать. У нас уборка урожая. Якутские яблоки. Покажи-ка. Покажи-ка. Ближе. О, моща. Ой! О, какой большой. Мощь. Поближе поднеси. О, ляблоки. Экзотик. Уже ночь, 8 часов. Ох, какая вещь. Штук 30, наверное, есть. Потом посчитаем. Урожай с одного дерева получился щедрым. 62 яблока общим весом 3,5 килограмма. Самые крупные яблоки, там штук 10-15 их было, они где-то примерно весили по 85 грамм. Так? На вкус как они? На вкус кисло-сладкие, больше сладкие, сочные. Даже вот сын живет в Новосибирске, у него там на даче яблоки растут, яблони, говорит, что мои вкуснее. Я ему переправил несколько штук, говорит, у тебя, говорит, вкуснее, у наши кислые. На будущий год у Игоря Иванова новая забота – как размножить яблоню. В этом вопросе Игорь Михайлович думает полагаться на свою интуицию и интернет. Килин! Максим Шефер, так же, как и наш предыдущий герой, увлекаться животноводством начал с детства. Со школы разводил кроликов, кур. Сейчас Максим Шефер владеет крупным личным подсобным хозяйством, в котором есть традиционные виды сельскохозяйственных животных – коровы, куры, гуси, утки, а также такие виды, которые не часто встретишь у среднестатистического якутского фермера. Птицы у нас гуси, утки, индюки, куры разных пород, видов.
Вьетнамские веслобрюхие свиньи, овцы, коровы. Ну, имеется лошадь одна еще. Не поверите, но часть этих животных 3 года назад круглогодично содержалась во дворе обычной 4-квартирки в центре Покровска, в небольшом коровнике. Но в 2017 году Максим Шефер взял в аренду участок земли в местности Скрябинские поля под Покровском, построил необходимые сооружения и перевез всю живность. Площадь участка составляет 37,5 гектар. Землю получили, конечно, благодаря Гаврилу Юрьевичу Алексееву. Потому что эта земля пустовала в течение 15 лет, более даже может быть. Раньше здесь были огороды. Я обратился к нему с просьбой, что вот хочу здесь создать маленький фермерский уголочек. Он на это посмотрел, сказал, без проблем, говорит, земля пустует, почему она должна пустовать? Вот таким образом взяли в аренду на 3 года, нынче уже оформили в собственность. Для животных были созданы прекрасные условия. Теперь они на свободном выпасе и выгуле. В теплое время года овцы, козы, коровы щиплют траву в окрестностях, гуси и утки плещутся в лесном озере, и даже вьетнамские поросята вместе с мамой спокойно бегают по территории. Сразу же практически с 1-го года это стало круглогодичное, потому что коровы, бараны здесь на постоянном месте жительства. Они здесь и зимуют, и все, и летом на выпасе. И поэтому, единственное, приходится только птицу перевозить в Покровск, потому что здесь нет условий, нету света. Да, с электрификацией, впрочем, как и с газификацией и водоснабжением, имеются проблемы. Хорошо, хоть озеро есть рядом, воду для животных берут оттуда, питьевую привозят с Покровска. Первые 2 года электричество обеспечивал генератор, но нынче Максим Шефер установил солнечные батареи. В прошлом году этих батарей же не было. Да, мы обходимся вот своими силами, говорю, сейчас вот поставили солнечные батареи, надо еще маленько докупить, потому что сейчас в летний период вообще это очень хорошая штука. Они сейчас вообще спокойно, телевизор можно сутками смотреть, свет, Мощность хорошая, мощность, да? Нет, мощность маловатая, уже холодильник не поставишь, но свет и телевидение, телевизор смотреть вообще без проблем, круглые сутки можно. Летом, потому что солнечная активность хорошая, но нужно, говорю, еще нынче в планах докупить еще 2 штуки и поставить вот с этой стороны. А так их 3, да? 3 панели? Да, их 3 панели, они все подключены, все работают. Стоит отметить, что Максим Шефер, помимо ведения личного подсобного хозяйства, еще и трудится слесарем на своей основной работе. Также он является мужем и отцом 3 детей. Я работаю в Хангаласском газстрое уже 23 года. Здесь лично вот на этом участке мне помогает помощник Мигалкин Афанасий Афанасьевич. Вот он с первых дней здесь проживает здесь круглогодично. Можно сказать, львиную долю это здесь его заслуга. Потому что мне тоже и на работу приходится, и где-то корма, где-то сенокос, где-то все просто один это никак не сможешь. В Покровске, когда зимой, конечно, мы с супругой вдвоем, где-то я на работе, она смотрит. Когда я дома, практически я работаю сутки через трое суток, я уже там смотрю и сюда езжу, приходится разрываться тоже. Ничего, потихонечку справляемся. Он вообще по жизни такой человек, он не может стоять на месте, ему все время надо двигаться, развиваться. И как у нас весна особенно наступает, он начинает уже что-то новое придумывать. То того надо завести, то это надо взять. Я, конечно, поддерживаю его. Бывает, конечно, сопротивляюсь, но все равно, если любишь человека, живешь с ним, все равно будешь всегда рядом помогать. Раньше, когда помощника еще не было у нас, мы вдвоем с мужем постоянно все делали. И сено он косил, и вместе мы на сенокосе ему помогала всегда. Хатон, когда строили. Всегда рядом. Мы всегда вместе, всегда рядом. Сейчас, конечно, больше-то, конечно, он этим занят, работник занят. У меня основная работа в детском саду воспитателем тоже много времени занимает. Поэтому я как снабженец, можно сказать, развожу молоко, яйца, налаживаю отношения с клиентами, как говорится, с покупателями. Нельзя сказать, что шеферы ведут хозяйство целью дополнительного заработка. Нет, в первую очередь это своя натуральная продукция. Нет, конечно, мы маленькие излишки реализуем, яйца, молоко, мясо, когда есть излишки, конечно, приходится реализовать, потому что нам нужно как-то окупать, потому что корма очень дорогие. Это все знают, что у нас все привозное, своего практически ничего нету, корма я имею в виду, единственное сено только. Поэтому приходится излишки реализовать. Да, реализуем.
Друзья, знакомые, соседи есть постоянные, кто постоянно берет уже. На будущее у Максима Шефера грандиозные планы – увеличить поголовье, скрестить две разные породы овец, организовать контактный зоопарк для ребятишек, ну а самая главная мечта – построить большой благоустроенный коровник. Уверены, у него все получится.